Добрый вечер. В республике 18:00 и в прямом эфире информационный выпуск «Сегодня». В студии Ольга Цхавребова. И сейчас коротко о главных событиях дня. Коронавирус в Южной Осетии. За последние сутки новых случаев не выявлено. Запрет на пересечение госграницы продлен до 25 мая. Репортаж с заседания оперативного штаба. Сохранить родной язык во что бы то ни стало. Сегодня день осетинского языка. Новых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки в Южной Осетии не выявлено. Всего в республике инфицированных COVID-19 30 человек. В основном это курсанты военных вузов Российской Федерации. Вчера было проведено 48 тестов, и все они показали отрицательный результат. Что касается Северной Осетии, за сутки коронавирус подтвержден там у 73 человек. Всего на севере Осетии зафиксировано 2016 случаев заболевания, сообщает управление Роспотребнадзора. К другим темам. Запрет на пересечение госграницы с Россией продлен до 25 мая. Исключение – водители автомобилей, которые привозят в республику продукты питания, медикаменты и строительные материалы. Но и они будут въезжать по определенному графику. Об этом говорил сегодня президент Анатолий Бибилов на заседании оперативного штаба. Наш корреспондент Агунда Губозова расскажет подробности. На сегодняшнем заседании оперативного штаба президент говорил исключительно на осетинском языке. Он поздравил присутствующих и весь народ Южной Осетии с Днем осетинского языка и литературы. В ходе заседания штаб принял решение продлить запрет на пересечение границы с Россией до 25 мая для граждан, которые ранее могли приехать по линии МИД. Ограничения не касаются водителей транспорта, которые обеспечивают республику продовольствием и товарами первой необходимости, медикаментами и стройматериалами. Анатолий Бибилов призвал граждан Южной Осетии, которые остались за пределами республики, отнестись с пониманием к вынужденным мерам. Они предпринимаются в целях недопущения распространения COVID-19 на территории нашей страны. Udun rborna mumen dergenennej felal shodamis na ambassador kadın bozulması derman derbine turisi Rusya hedun olnan bohatır kenet amana bomboret. Штаб определил дни, когда в республику будут завозить продукты питания и строительные материалы. 4 дня в неделю будут пропускать необходимое продовольствие, а 2 дня в неделю строительные материалы, необходимые для реализации инвестпрограммы. Losu инвестпрограммами ще стройматериал техалудун, ама хошабунета шемей рука пост эхкедер шава, шемей дезинфекция дорожи бнота, шемей то на доктора косты склон кенем хошабун. Президент адресовал слова благодарности водителям большегрузных машин за соблюдение необходимых мер безопасности. Штербузнагдан, еще шофертай, кашетием боранч. Сахас берзон кайу шамай швирус морбохачо ирстума ама сахихада кай бошам бойданч карантима ама кай бодам бойданч вит штербузнагдан мит контакт сотрудники кашета хсабай бунайор хан шамай авшин из морбош оз штербузнагдан кай зана ха кошта марина мухаровна ва кушатай штербузнагдан дохтертай اما медсестрой, кашета карантина, сахотагла дослушадим адамина. Ама штырбузнагдан, кайзана кай чидарит террор хая,
اما آرازش ما یوشنی دیدم مرباشا هودونا یوده. Анатолий Бибилов поручил министру образования Наталье Гасиевой определить дату проведения последнего звонка в школах республики и проинформировать об этом учащихся и родителей. اضافه قلم سوالت شبرگم و مکسنش وی تواشم نه من گیت تواشم نتیجه سنتی ما خود کنود اما سنسان کنود بوم من ش رستاجی تایس نفت تو مگستا خود کنود ما این نمی وچگن روزاران تاگیم بوم اما شما سوالت راگا شابزون سست میارج تیراگا شابزون شما سخی باشه کنید. Агунда Губозова, Азиз Багаев, Тамерлан Кусраев. Информационный выпуск сегодня. Язык – главное богатство народа. Пока жив родной язык, можно говорить о существовании нации как таковой. Так считают специалисты. Нам нельзя пренебрежительно относиться к тому богатству, которое нам передали предки. Чем меньше мы будем говорить по-осетински, тем быстрее он уйдет в небытие. И напротив, если каждый из нас постарается использовать в повседневной жизни лишь родной язык, мы сможем не только сохранить, но и приумножить богатство родной речи. Сегодня в нашей республике отмечают День осетинского языка. Пока жив национальный язык, жива и нация. Сегодня в Осетии День осетинского языка. Для южных осетин эта дата имеет особое значение. Отвоевав свободу, мы принялись за решение важнейших вопросов, которые на протяжении многих лет оставались на втором плане. В их числе духовное развитие нации и сохранение родного языка. Наши южные соседи, принявшись за истребление осетин, попытались уничтожить и наш родной осетинский язык. В этой нелегкой борьбе за свободу мы победили. Nevetsemost nefesivet. Ester tuhte botsedeste. Udi petesere mohne zakna okat, mohne zakat serem. Moh okattam nivzon na literatúron. Ertél tuddan bosszukot kenen hofte. Hauce tuhtse haunder. Menen nivzon mocsikono boszlét. Újta bombersta kajzernek ne feltert feszíved, ne zontje feszíved bombersta. Me tegbire aham lepute samodelun vzogel nolistsertuj. Moh рохне макомо хави. Огромную работу в этом направлении проделала профессор Зоя Битарте. Для школьников разработаны проекты, изданы книги. Для воспитателей вводится методический материал на осетинском языке. Она не устает призывать, чтобы мы любили и учили свой родной язык. Sombon cemej moh achamodge ad goymagon minüji tekeme acham teskomul kenem. Úgy töke kezernek mohen nevzajec delitter ayib zinodi qazbek zinodi. Úgy qama botsabonem. Akhrzot restejt son ma akhir kenet zerge skolat wedme. Umedortek ma avzaganin ujder ناتسي مينتاليتيت وصوم كاننا فرس أما يعني مينتاليتيت в диссонансе. Сегодня в Южной Осетии разрабатывается ряд государственных программ развития осетинского языка, и наша главная задача – сделать все, чтобы сохранить язык, сделать акцент на пропаганде языка на всех уровнях образования, начиная с дошкольного и заканчивая вузовским. Стелла Бязарова, Регина Черткоева, Заур Устаев. Информационный выпуск сегодня. С Днем осетинского языка народ Южной Осетии поздравил президент республики Анатолий Бибилов. Знорган бастакта. Zardabına ün orfakan İranov zak ama literatura bun fadıl. Atın sonyak cimbarak bun fidar gunder tsuduwa min irtika gamoze khidakata kustoya İran fander ruhsma min astadanat forostamoze fantasam moy kayfazend huitkhay. Waday fastame ervlos darn son kanam warakhay. Qigogan alsaznan koronavirus pandemi ma bost kun nagovnalta narottu barak bunu mozalta awozun fodot. Falawma imis kholbarstar nirna lageste İranov zak ama literatura akhadan zinat man sonyak. Nadar barak bunu akhshyok zinat. Vzak yan sonyak magaskan cały sejrok historią, kulturą chaznol. Odamy udegos mysnod ma ja historii dorter kanagel. En ustych sant na kotczym fydalta safastogat tam rola wartuj nocy sejrok archot modelu nevzok. Президент Анатолий Бибилов поздравил и министра иностранных дел Республики Южная Осетия Дмитрия Медоева с 60-летием со дня рождения. В поздравлении, в частности, говорится, цитата: «Уважаемый Дмитрий Николаевич, встречая эту знаменательную дату, вы по праву заслужили авторитет видного представителя дипломатической элиты Осетии. Обширные знания и опыт, увлеченность своим делом и человеческое неравнодушие помогают вам эффективно работать на ответственном посту министра иностранных дел Республики Южная Осетия».
Дмитрия Медоева по приказу Министерства иностранных дел Российской Федерации за весомый вклад в развитие отношений Республики Южная Осетия с Российской Федерацией, а также в укреплении безопасности и стабильности в Закавказском регионе наградили нагрудным знаком Министерства за взаимодействие, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Республики Южная Осетия. О получении высокой награды Медоеву сообщил чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Южной Осетии Марат Кулахметов, который передал ему поздравительное послание министра иностранных дел России Сергея Лаврова в связи с его юбилеем. Ну а сегодня в эфире нашего телеканала смотрите передачу «Вслух о». С Тамерланом Дзуцевым гость студии Дмитрий Медоев. Ну а сейчас к другим темам. Президент России распорядился выплатить семьям с детьми денежные средства. Каждому ребенку в возрасте от 3 до 16 лет положено по 10 тысяч рублей. После того, как глава российского государства озвучил эту информацию, миллионы россиян, желая оформить заявку на выплату, обвалили сайты госуслуг и Пенсионного фонда Российской Федерации. Алан Тибилов расскажет подробности. Во дворе играют 7 детей, и это еще не все. Старшая вышла замуж, а младшая еще спит. В дружном семействе Цхавребовых 9 детей. На время карантина они переехали на дачу в красивейшее село Барс. На свежем воздухе ребята играют в игры, а девочки помогают маме присматривать за малышами. Семейная идиллия, улыбки, смех и радость. Кажется, здесь нет тех сложностей, о которых мы каждый день слышим по телевизору. Но сейчас, во время карантина и изоляции, важно поддержать такие семьи. Мама детей Олеся говорит, что узнала о выплатах из обращения Владимира Путина. Из 9 детей выплаты полагаются 6, по 10 тысяч на каждого ребенка. Спасибо президентам Анатолию Бибилову и Владимиру Путину за реальную поддержку многодетных семей. На моей памяти таких выплат еще не было. Это реальная помощь, а не на словах. На выплаты в 10 тысяч на каждого ребенка могут рассчитывать жители Южной Осетии с российским гражданством. Все оформляется очень просто, без лишних хождений и бумаг. Подать заявку можно на сайте госуслуг или через отделение Пенсионного фонда в Северной Осетии. Да, граница сейчас закрыта, но заявки принимаются до 1 октября, так что времени еще достаточно. Кроме этого, получить выплату можно на карту, не выезжая в Северную Осетию. Дистанционная заявка подается через сайт госуслуг, который скоро заработает в полном объеме после технических проблем. Поддержал многодетные семьи и президент Южной Осетии. В своем послании он огласил, что многодетные семьи с 4 и более детьми будут получать по 1000 рублей на каждого ребенка ежемесячно до окончания школы. И это уже независимо от обстоятельств. В этих сложных условиях выплаты – реальная помощь, особенно для многодетных. Многие факторы повлияли на демографию Южной Осетии не в лучшую сторону. Многодетных семей становилось все меньше. Но если государство продолжит поддерживать институт семьи, у нас есть все шансы вернуть статус страны, где многодетные семьи станут большинством, а не исключением. Алан Тибилов, Арсен Гасиев, Зарема Арсоева. Информационный выпуск сегодня. В Южной Осетии продолжается распределение социальной помощи особо нуждающимся семьям и одиноким людям. Сегодня продукты раздавали в Ленигорском районе. Помощь получили 50 семей. Наш корреспондент Анжела Кокоева расскажет подробней. Сегодня социальную помощь получили жители Ленигорского района, инвалиды, одинокие пенсионеры, достигшие 75-летнего возраста, малоимущие семьи. Сделали наиболее оптимальные списки, и они будут распределены среди наиболее незащищенных слоев населения. Многодетным семьям, допустим, больше у них сахара, допустим, и круп, чем у других категорий. В поселке Ленигор помощь в виде продуктов питания получили 7 социально незащищенных семей. Среди них и Ксения Черткоева. Ей 79 лет, она инвалид 1 группы. Живет на одну пенсию. Из-за проблем со здоровьем она с трудом передвигается. Ксения рассказала, ей, как и другим нуждающимся семьям района, со стороны руководства республики уделяется большое внимание. Сегодня в очередной раз ей оказали адресную помощь.
Живу на одну пенсию, периодически мне приносят продукты питания. Сама я уже не могу ходить в магазин. Я и во двор выхожу с трудом. Сегодня мне принесли картошку, сахар, лук, различные крупы. И хватит примерно на месяц. Хочу выразить огромную благодарность за оказанную помощь. Сегодня продукты первой необходимости получили и 15 семей из села Бол. Из них 4 многодетные. Как рассказал глава сельской администрации Мамук Абитаров, периодически социально незащищенным семьям оказывается помощь в виде продуктов первой необходимости. Хочу выразить огромную благодарность руководству республики за постоянное внимание. В Болской сельской администрации много семей, которые нуждаются в поддержке. Особенно многодетные семьи. В период пандемии они столкнулись с трудностями. Этих продуктов им хватит примерно на месяц. И это ощутимая помощь. Социальную помощь за день оказали более 50 семьям. Продукты раздавали по спискам, которые были представлены Управлением социальной защиты администрации Ленигорского района. В администрации Ленигорского района заверили, что они постараются за короткое время доставить гуманитарную помощь и в отдаленные села, где проживает часть нуждающихся семей. Анжела Кокоева, Аида Кочева, Зарима Арсоева. Информационный выпуск сегодня. Улица Миротворцев в скором времени преобразится. Там проводят работы по благоустройству придомовых участков. Планируется асфальтирование дворов, установка бордюров, брусчатки. Огороды, незаконные постройки и гаражи возле многоэтажек будут ликвидированы. Подробности узнаем из репортажа нашего корреспондента Елены Газаевой. Сотрудники ремонтно-строительного управления при администрации города на этой неделе приступили к благоустройству придомовых участков на улице Миротворцев. Уже заменены все подземные инженерные сети. На данном этапе строители готовят дворы под асфальт. В комплекс работ входит асфальтирование двора, установка бордюров, брусчатки. Перед многоэтажками номер 2, 5, 6, 8 и 10 обустроят и зеленые зоны. Предусматривается замена всех поребриков, всех бортовых камней. Это раз. Потом асфальтируем территорию, проезжую часть асфальтобетонной смесью. И нужно предусмотреть уже по возможности зеленую зону. Вот эти работы мы должны провести в течение 3-4 месяцев. Как нам позволит, во-первых, и поставка материалов, и уже финансовые средства. Коммунальщики ликвидируют огороды, незаконные постройки и гаражи возле многоэтажек, которые портят внешний вид улиц и мешают работам по благоустройству. Многие горожане относятся с пониманием. К сожалению, есть и такие, которые препятствуют работе коммунальщиков. В мэрии отметили, все работы на улице Миротворцев будут завершены в течение 3 месяцев. Работа в этом направлении будет продолжена. На очереди дворы многоэтажек на проспекте Алана Джоева и Гафеза. Облагораживание придворовых территорий было начато 3 года назад. За это время капитально отремонтированы десятки дворов и, как заверили столичные власти, работы продолжатся. От жителей многоэтажных домов требуется одно – следить за чистотой и порядком. Лишь в таком случае наш город преобразится еще больше и будет радовать глаз. Стелла Бязарова, Елена Газаева, Заур Стаев. Информационный выпуск сегодня. А сейчас время прогноза погоды. В республике будет облачно, с прояснениями, возможен небольшой дождь. В Знаурском районе днем плюс 26, ночью 12 градусов тепла. В Заурском районе днем 26 градусов тепла, ночью 13. В городе Квайса днем плюс 19, ночью плюс 8. В Ленигорском районе днем плюс 26, ночью плюс 14. В столице республики в Цхинвале днем 26 градусов тепла, ночью плюс 13. На этом наша программа подошла к концу. Мы работали в прямом эфире. Я, Ольга Цхавребова. Благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами. До свидания.